За последние 30 лет во всем мире количество людей в возрасте до 50 лет, у которых диагностировали онкологию, выросло почти на 80%. Ученые не могут назвать точных причин тенденции омоложения рака, но одной из них является неправильное питание или питание некачественными продуктами. Помните, как наши отцы и деды отдыхали на Джайло, питались экологическими чистыми продуктами? Сейчас, к сожалению, наоборот. Всюду продуктовые полки заполнены сомнительными продуктами. Контрафактные товары, минуя контроль госорганов, попадают на рынки. Это очень плохо. Мы должны контролировать все товары, особенно медицинские и продовольственные. Сейчас старается навести порядок внедрением новых цифровых программ. Надеемся, что результат будет положительным. Контрабандные товары присутствуют повсюду, в еде, которую мы едим, и в одежде, которую мы носим. Потребители часто покупают товары, не обращая внимания на их качество, и в результате подвергаются множеству рисков, а это напрямую влияет на наше здоровье. Проверяется или нет, я думаю, что для этого есть определенные структуры, которые занимаются этим. Я думаю, что это хорошая инициатива со стороны налоговой сейчас системы, то, что идет такой тотальный контроль того, что мы кушаем. Я думаю, что это забота о нации, о здоровье наших граждан, поэтому я считаю, что это правильно. В налоговой службе отметили, что одним из выходов из ситуации является прозрачность происхождения товаров. Благодаря электронной товарно-транспортной накладной потребители могут быть уверены в происхождении товаров, что особенно важно для продуктов питания и медицинских товаров. Это позволяет выявлять и избегать покупки контрафактной или некачественной продукции. ЭТТН препятствует попаданию на рынок поддельных товаров, так как каждую партию можно отследить на всех этапах цепочки поставок. 100-120 тысяч предпринимателей у нас на сегодняшний день активных складов, да? Мы это все так называем, активные склады. 100-120 было создано электронно-транспортных накладных более миллиона, и мы успешно внедрили, мы уже в принципе это все закончили, завершили, и на сегодняшний день это уже как бы обыденным, скажем, инструментом является для налогоплательщиков. Да? Назгуль Ибраева руководит мясным павильоном уже 2 года. Обеспечивает мясными продуктами жителей, проживающих в центре Бишкека. По словам предпринимателя, коммерческий объект работает не только на клиентов, но и на благо государства. Для этого Назгуль Ибраева выполняет все требования по уплате налогов. Каждый товар регистрируется в системе ЭТТН. Мы уже многие годы работаем в мясном отделе, реализуем мясо и мясную продукцию. Весь наш товар проходит тщательную проверку. Естественно, все налоги выплачиваются вовремя. С внедрением ЭТТН и ККМ нам стало легче. Нет былых очередей и волокиты. Все решается электронно и за короткие сроки. В числе других плюсов – сокращение затрат на канцелярские и почтовые расходы в связи с переходом на безбумажную форму работы, а также возможность оптимизировать свой внутренний документооборот и улучшить качество управления. Основным преимуществом использования ЭТТН для государства является прозрачность операций. ЭТТН обеспечивает доступ к детальной информации о товарообороте в режиме реального времени. Это приводит к уменьшению возможности для сокрытия доходов и налоговых нарушений. И самое главное, по мнению ГНС, вскрываются серые схемы поставок, которые официально не учитываются. Соответственно, это влияет на цену товара, собираемость налогов и другие факторы. Эрмек Куренкеев, Калыс Сакибаев, ЛТР Бишкек.